В эфире новости мы расскажем вам о главных событиях уходящего дня. В студии работает Василий Радченко, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Стихия продолжает бушевать. Уровень в реке Амге в некоторых населенных пунктах превысил критическую отметку, а выше по течению в самом селе Амга уровень воды начал снижаться. Службы уже восстанавливают транспортное сообщение. В республике готовятся не только к ледоходу, но и к сезону пожаров. В столице объявлен трехмесячник противопожарной безопасности. Известная якутская хомусистка Алена Подлужная выступила на самом крупном шоу талантов в Англии. Ее номер поверг в шок и жюри, и зрителей. Гидрологическая ситуация в ряде районов республики остается напряженной. О том, как идет ледоход и какова паводковая обстановка на реках Якутии, нам рассказал начальник Якутского гидрометцентра Александр Аржаков. На реке Алдан у села Эльдикам Ичмайского района уровни воды растут, и в ближайшие сутки-двое они достигнут отметок затопления села Эльдикам. И возможно, что превысит отметку затопления на 15 сантиметров. В Люксах, значит, у них сейчас нету электричества там, но как только электричество восстановят, свяжемся с ними, узнаем уровни, но тем не менее верстается очередное штормовое предупреждение по Ижанцам и Купцам. До критической отметки этих сел осталось порядка 1,5–2 метров, но, скорее всего, из-за интенсивного подъема уровней воды в ближайшие сутки уровни воды могут тоже также достигнуть критических отметок этих сел. Вызывает опасения уровень воды в реке Амге у сел Мырала и Мандагай Чурапчинского улуса. По данным информации руководителя оперативной группы номер 4 по Чурапчинскому району, на полдень в селе Мырала было подтоплено порядка 20 дворовых территорий. Ночью у нас в среднем за 2 часа подъем воды составил где-то 10–15 сантиметров. При критическом 13–50, 13–14 фактически идет. Вот. И начиная с сегодняшнего утра, 6 утра, у нас подъем воды уменьшился и составляет это в среднем по 1, по 2, по 3 сантиметра. Мы где-то начиная уже вечера ждем стабилизацию сначала, потому что в верховьях идет спад воды. Прохождение льда с тревогой ждут и в соседнем Татинском улусе. Уровни воды колеблются, но критической отметки расстояние все меньше. По словам специалистов, сегодняшняя ночь прояснит дальнейшую паводковую ситуацию в районе. Более подробно у наших коллег. На сегодняшний день в селе Дай-Амга, где проживает более 200 человек, транспортного сообщения нет, дороги размыты. До критического уровня, который равен 12 метрам, осталось около 40 сантиметров. 3 семьи, дома которых находятся в опасной зоне подтопления, эвакуированы по родственникам. Затор на территории Таерхая устранен. А в селе Чемнай в данное время идет снижение уровня воды. Здесь также круглосуточно ведется дежурство. Общее положение в данное время сложное. Крупный рогатый скот планируем эвакуировать в местность Юрюнхая, но это сделать будет очень трудно, так как обычно животные не меняют привычную среду обитания, но мы постараемся их загнать в безопасное место. В селе Харбалах, если сегодня утром уровень воды на реке Амга достиг отметки 9 метров 25 сантиметров, а критический уровень это 10 метров, то за 4 часа снизился на 51 сантиметр. Сегодня в Харбалах прибыли спасатели и психологи из Хабаровска в количестве 7 человек. Льдины должны были уже подойти к нам, в село Харбалах, но вода сейчас чистая. И образовался у нас затор в километрах 3 от нас, вверх по течению. У горы Талкахаевта, и там лед прибывает. Весь день прибывает. Ледоход на сегодняшний день мы ожидаем уже на территории населенного пункта Харбалах. Сейчас пока идет, вот последние 4 часа пошло снижение уровня воды, но где-то часа через 5, наверное, уже попадет мы уже опять на повышение уровня воды. Ожидаем уже повышение уровня воды до критических отметок. Во всех селах подготовительные работы проведены планово. Основной ледоход по реке Амга жители ждут уже сегодня ночью. Жанна Бурмистрова, Парасковья Татаринова, Стас Никифоров, Татта.
А в Амге уровень реки, согласно гидрологической обстановке, на 18 часов вечера составил 9 метров и 38 сантиметров. За 2 часа вода упала еще на 14 сантиметров. В селе же Чапчелган ледоход редкий, но из-за навала прибрежного льда специалистам не удается замерить уровень воды. В Мяндиге ледоход также редкий. Уровень воды остановился на отметке в 10 метров и 64 сантиметра. Тем самым уровень снизился на 4 сантиметра всего за 2 часа. Нижняя Кромка сейчас у населенного пункта Мандыгай Чурапчинского района. Ледоход стоит. Верхняя Кромка у населенного пункта Амга. Что касается реки Лена, то по данным гидрологов, нижняя кромка ледохода все еще проходит в районе села Тойон-Ары Хангаласского улуса. Первые подвижки льда наблюдаются уже в районе пригородного села Хатасы под Якутском. Правда, пока это всего лишь местные подвижки. О ситуации в Хангаласском районе подробнее расскажет Виолетта Засимова. На территории Хангаласского улуса начался ледоход. По последним данным от ЕДДС, все показатели в норме, критический уровень не превышен. Сейчас мы находимся в селе Актемцы. Здесь до сих пор помнят большую воду 2010 года, которая нанесла большой урон на Слегу. А потопит или нет Актемцы зависит от того, возникнет ли затор на Табагинском мысу. Тем временем в селе вовсю ведутся эвакуационные мероприятия. Гидролог каждые 4 часа замеряет уровень воды на протоке. Глава Наслега вместе с МЧС мониторят ситуацию на Табагинском мысу. К тому же с 2013 года в здании администрации установлена комплексная система оповещения населения, по которой каждые 3 часа передают оперативную информацию о подходе паводковых вод. Уважаемые жители Актемского Наслега, просьба подготовиться к подходу паводковых вод. В селе Актемцы 214 домов подпадают в зону подтопления. Пункты временного размещения для населения располагаются в зданиях больницы и филиала ЕГСХ. У нас в пункты временного размещения граждан подпадают 180 человек, в них 66 детей. Все они будут размещены в Малой академии наук и в больнице. Но в этом году в связи с тем, что много желающих попасть именно в пункты временного размещения, мы ПВР еще и будем размещать и в детском саду села Чапаева и села Актемцы. Там это только для многодетных семей и те, которые вот имеют маленьких детей. Эвакуационные мероприятия включают в себя также отгон скота. Всего на территории Наслега насчитывается около 900 голов крупного рогатого скота и 1300 лошадей. Отгон скота у нас, пункт временного содержания скота у нас это определен в селе Актемцы, здесь у нас на участке такой. По последним данным ЕДДС, ледовая обстановка на уровне села Актемцы следующая. Протока чистая, в основном русле лед стоит. Критический уровень не превышен. В районе Табага также лед стоит. Верхняя кромка ледохода находится в городе Алекминск, нижняя под Покровском. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. А тем временем на Табагинском мысе работала наша съемочная группа. Там также наблюдаются местные подвижки льда. Ледоход гидрологи ожидают уже завтра и послезавтра. Более подробно расскажет Сырглана Захарова. Сейчас мы находимся в районе поселка Табага. Здесь, как видим, наблюдаются местные подвижки льда. И, как нам сообщили в управлении МЧС, это довольно-таки хороший показатель. Это значит, ледоход, который еще днем в 4 часа остановился у Покровска, может в ближайшее время сдвинуться. Нижняя кромка, как я уже говорила ранее, находится у города Покровска. Верхняя кромка наблюдается еще в Алекминском районе у села Исид. Здесь же у поселка Табага уровень воды в реке на 7 часов вечера составил 590 сантиметров. Свою лепту вносят еще и погодные условия, как нам сообщили также в МЧС. Снег, обильные осадки, они в принципе могут повлиять и позитивно, как истончение льда и поспособствовать его быстрому разрушению. Но с другой стороны низкие температуры, а сейчас это около 0 градусов, могут помешать прохождению ледохода. В лучшем стечении обстоятельств он пройдет мимо столицы уже в ближайшие сутки, а при худшем стечении то его не стоит ожидать ранее 14 мая.
На этих выходных возможно возникновение ЧС в столице и некоторых районах республики. Об этом сообщает служба спасения Якутии. Сегодня и завтра прогнозируют высокую степень возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в окрестностях Якутска, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном, Чурапчинском, Татинском, Усть-Алданском, Амгинском, Алданском и Нерюнгринском районах. Также на этих местностях прогнозируют порывы ветра до 17 метров в секунду и мокрый снег, что может вызвать перебои в электроснабжении. Возможно обрушение слабо укрепленных и ветхих конструкций, срывы рекламных щитов и повреждения кровли домов. Не стоит забывать и о сезоне пожаров. В столице объявлен трехмесячник пожарной безопасности. В весенне-летний период усилят работу по информированию населения о причинах пожаров и мерах противопожарной безопасности в быту и на природе. Особое внимание уделят профилактической работе среди школьников. Там организуют открытые уроки, конкурсы рисунков, дни открытых дверей. Также пройдут выставки пожарной и аварийно-спасательной техники и пожарно-тактические учения в детских оздоровительных лагерях. Кроме того, в рамках акции «Чистый лес. Территория без огня» с привлечением студенческих отрядов обустроят защитные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов. Завтра днем жители Якутска ожидают пасмурная и ветреная погода. Утром порывы будут достигать 13 и 18 метров в секунду. Днем ветер юго-западный от 4 до 10 метров в секунду. Ночью пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до 9 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Об этом сообщает Якутский гидрометцентр. Впервые за всю историю всемирно известного и самого крупного шоу талантов Britain's Got Talent прозвучал якутский хомус. Известная хомусистка Алена Подлужина своим выступлением повергла в шок зрителей и членов жюри номером, в котором смогла совместить звуки хомуса с подражанием голосов животных и современную музыку. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем сайте yak24.ru. Всего вам доброго и до свидания.